Олимпиада Сочи 2014. Звучит гимн России, развиваются флаги нашей страны и первое место в общем зачете с 13 золотыми медалями. Настоящий триумф российской сборной. И вот, прошло 4 года. Команда готовится к играм в Южной Корее. Но в Пхенчхан сборная России не поедет. МОК отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх, обвинив страну в систематическом нарушении антидопинговых правил. При этом россиянам разрешили поехать в Южную Корею под нейтральным флагом. Возникает вопрос, как нейтралитет может повлиять на результат допингового теста? Об этом ВАДА не сказала ни слова, но причину дисквалификации пояснили. Российский Олимпийский комитет отстраняется от участия в олимпийской работе, в Олимпиадах, начиная с данного момента. Российские спортсмены будут участвовать в зимней Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году в строгом соответствии с правилами МОК. Вчера прошло заседание исполкома МОК, на котором решался вопрос участия спортсменов из России в играх 2018. Сборная России не только отстранена от участия в Олимпиаде. Олимпийский комитет России должен возместить МОК расходы в размере 15 миллионов долларов, которые организация потратила на расследование допинговых нарушений российской стороной. МОК считает, что ОКР должен поспособствовать созданию независимой организации допинг-тестирования, целью которой является построение глобальной и целостной антидопинговой системы. Российским спортсменам на Олимпиаде выступать под нейтральным флагом и без исполнения гимна. Правда, это ограничение распространяется только до последнего дня Олимпиады. Если предполагается, что в последний день Олимпиады все временные отстранения Российского Олимпийского комитета будут сняты, то в последний день российские спортсмены смогут пройти уже под российским флагом вместе со всеми спортсменами остального мира. Решение МОК допустить до участия в играх 2018 российских спортсменов только в нейтральном статусе стало ожидаемым шагом. Далеко не все отечественные спортсмены готовы выступать в Корее без российского флага и гимна, отметил спортивный комментатор нашего телеканала Амир Цучоев. В обществе появилось два мнения. Одни гордятся своей страной, и для них огромная честь представлять Россию на играх. Другие уверены, ехать на Олимпиаду надо обязательно. Отказаться значит сдаться. Если бы это было связано со мной, я не могу сейчас стопроцентно говорить, что бы я сделал, но на данный момент мне кажется, что я бы отказался. Я бы отказался выступать под нейтральным флагом, но ни в коем случае не стал бы винить тех, кто согласился, потому что это труд, вложенный в этот процесс тренировочный. Это действительно люди, которые понимают и общаются с профессиональными спортсменами, скажут, что это просто неимоверные нагрузки, невыносимо тяжелый труд, но они через это проходят ради того, чтобы попасть на Олимпийские игры. Поэтому винить кого-то, если он согласится поехать на Олимпийские игры, тоже нельзя. Похожая ситуация была и с летними Олимпийскими играми в 1984 году, когда сборная Советского Союза не поехала в США. Но тогда это было сделано по инициативе СССР. Такое решение стало ответом на бойкот со стороны Америки. Олимпийских играх 80-го года советской властью было принято решение о проведении игр доброй воли, приравненных к Олимпийским. Такую же практику мы можем и применить сейчас, считает Амир. Мы провели свои игры, которые назывались «Игры доброй воли», и они приравниваются до сих пор к Олимпийским играм. Поэтому, я думаю, выход есть всегда, но самое главное, необходимо бороться до конца, есть еще 2 месяца впереди. Пусть и власть имущие, и политики, и спортивные чиновники все поднимают шум, подают в суды, совершенно очень много способов, которые могут кардинально изменить ситуацию. Наши олимпийские чемпионы выражают свое мнение по поводу нейтрального выступления спортсменов на Олимпиаде. Обидно, очень обидно то, что мы сами наблюдали, и не хотелось, чтобы вот такое решение было. И то, что нашу страну не будет представлять на Олимпиаде, тоже немножко, с одной стороны, оскорбление, мы это не понимаем, но с другой стороны, имеется в виду от тех, кто выступит под олимпийским флагом, честно говоря, я бы их не осудил бы, потому что это именно для спортсмена очень тяжелый выбор. Нужно
принять это условие, выступить под нейтральным флагом. Я уверен, что в нашей стране очень многие станут олимпийскими чемпионами, высоко поднимут свое имя в первую очередь. Все многие узнают, чей это соотечественник, из какой он страны. Одного из известных лыжников России Максима Валикжанина из Удмуртии пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх, согласно решению МОК, из-за того, что он принимал коктейль для улучшения выносливости. Родные Максима до сих пор не верят в случившееся. Его мама сделала по этому поводу видеообращение, которое мгновенно распространилось по всему интернету. Я его только успокаиваю: Максим, сильно не переживай. Он мне сказал: мама, ты ночью спи. Ты, наверное, больше меня переживаешь. А как не будешь переживать? Международный олимпийский комитет должен отвечать за своих спортсменов, за те анализы, которые они сдавали. Они же все приняты были в целости. Как 2 года они хранились, кто теперь должен отвечать за это? Увидев видеообращение, Роман Старков, школьник из Питера, запустил флешмоб в поддержку нашим спортсменам с хэштегом «Нет России, нет игр». Его подхватили известные телеведущие, актеры и чиновники, и молодые спортсмены из разных уголков страны. В 2016 году группа хакеров «Фансибир», которая взломала базу антидопингового агентства, распространила информацию, что сестры Сирена и Винус Уильямс принимали запрещенные препараты с разрешения ВАДА, среди которых значится и амфетамин. Делали они это якобы в терапевтических целях, однако диагнозы теннисисток не уточняются. Также данные, полученные хакерами, свидетельствуют о том, что гимнастка, выигравшая золото на Олимпиаде 2016 в Рио, Симона Байлз, сдала положительный допинг-тест, но не была отстранена от игр. Уже понятно, что ВАДА, которая очень настойчива в вопросах применения запрещенных препаратов в отношении России, использует совершенно иные критерии, если речь идет об американских спортсменах. Это не первый случай, когда в МОК и ВАДА действуют по принципу двойных стандартов. До начала Олимпиады в Пхенчхане остается 2 месяца. Что может предпринять Минспорта России, пока не ясно. Но будем надеяться, что мы все-таки услышим гимн России на играх в Корее. Саид Куштов, Михаил Тангиев, Новости 24.